Привет, друзья! С вами Первый спортивный, меня зовут Максим, и мы даем вам не только теоретическую информацию, мы будем давать и практический совет. И сегодня мы с вами разберем популярное достаточно упражнение на сегодняшний день – это планка. Итак, первая ошибка – это из положения планки, то есть подъем таза выше уровня головы. Чем это чревато? То есть люди думают, что они больше работают на мышцы пресса. Мышцы пресса, безусловно, работают, но при подъеме таза выше головы, то есть вы теряете само это положение планки, в итоге происходит чуть больше нагрузка на пресс, но, соответственно, не работают те мышцы, которые должны вместе с ним работать. В итоге это типичная ошибка. Вторая ошибка – это сохранение положения планки, но при этом подъем головы. То есть в итоге у нас получается прогиб в шейном отделе. Чем это чревато? Мышцы шеи чрезмерно перегружаются, увеличится так называемый шейный лордоз. И это чревато тем, что вместо пользы от этого упражнения вы получите проблемы с шеей. Третья ошибка. Третья ошибка – это когда мы опускаем голову в положении планки и разводим локти в стороны, соединяя руки в замочек пальцев. Почему это ошибка? Дело в том, что вы не контролируете в этом упражнении лопатки. То есть они перестают стабилизироваться. То есть вы чувствуете, что, возможно, какие-то мышцы напряжены больше, но в итоге у вас идет опускание головы и прилив крови к голове, что нежелательно, да, чрезмерный прилив крови к голове. И в итоге вы теряете положение плечевых суставов, которые в этом упражнении должны задействоваться. Четвертая ошибка. Четвертая ошибка – это прогиб в пояснице. Обычно люди изначально ставят планку в нормальное положение, держа ее достаточное количество времени, то есть мышцы начинают уставать, и более слабые мышцы, соответственно, начинают расслабляться. Положение тела все равно приходится удерживать. В итоге включаются другие мышцы, более сильные, которые могут зажиматься. В итоге прогиб в пояснице, то есть вы получаете излишний прогиб в этой пояснице. Называется он гиперлордоз. Чем это чревато? Чревато тем, что могут возникнуть проблемы в пояснице вместо хороших наработанных мышц пресса и тому подобных вещей. И, наконец, пятая ошибка – подъем лопаток. То есть когда лопатки и плечевые суставы уходят относительно головы, уходит немного вперед и вверх. То есть тело провисает, грудь провисает относительно лопаток немножко вниз. Связано это с тем, что нет достаточной силы в определенных мышцах, которые стабилизируют лопатки. То есть притягивают их к ребрам. Вот. Это 5 типичных ошибок. Ошибок, конечно, существует намного больше. Некоторые люди, просто не чувствуя полностью собственное тело, начинают делать дополнительную нагрузку, могут класть блинчик, например, себе на спину, дабы усилить нагрузку на мышцы пресса, которые, как мне кажется, не устоят. Но теперь я резюмирую некоторую вещь. Упражнение планка – это не типичное упражнение на мышцы пресса. Это упражнение на все тело, то есть оно способствует тому, чтобы ваш позвоночник встал в естественное положение. Вместе с ним встали таз, соответственно, задействовались ягодицы, задействовались мышцы, которые будут подтягивать брюшную стенку. Это не только мышцы, прямая мышца живота, это мышцы, которые находятся глубже, поперечные мышцы. Вот, задействовать должны плечевые суставы, мышцы, которые будут стабилизировать лопатку, и мышцы, которые будут стабилизировать шейный отдел позвоночника. Так, друзья, это были 5 типичных ошибок в упражнении планка. Кстати, скоро выйдет видео, где мы рассмотрим типичные ошибки в упражнениях с ягодицами. Если информация была для вас полезна, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и будьте первыми с Первым спортивным.